столице Южной Якутии отпраздновали широкую Масленицу. После длительного карантина это первое массовое мероприятие с народными гуляниями и шествием, которое приурочено к столетию республики, Дню народного мастера и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Центральный городской парк многонациональный Нерюнгри присоединяется к историческому событию – национальному шествию. Колонны представителей разных народных общин района единым строем выступают с транспарантами, флагами и культурными атрибутами. Очень символично, что это мероприятие сегодня совпало с таким весенним, хорошим, позитивным праздником, Днем Масленицы, который сегодня отмечает здесь, в Нерюнгринском районе. Приглашаем всех посмотреть это яркое, красочное событие. 27 апреля, в день столетия Якутской АССР, мы проведем уже второе районное шествие, более расширенное, с участием не только представителей национальных общин, но и всей общественности Нерюнгринского района. Девиз сегодняшнего шествия – «Единым шагом по родному городу». Ведь именно единство отличает Нерюнгринский район, где проживает более 100 национальностей. Вот в таком составе колонна выдвигается на площадь Ленина, где уже начались народные гуляния по поводу Масленицы. Ровно в 13:30 начнется массовый осохой, в котором примут участие представители национальных общин и, конечно, все желающие. В это же время на площади уже звучит музыка, развернулись торговые палатки. После долгих ограничительных мер жители собираются, чтобы вместе отметить широкую Масленицу. Настроение отличное, все очень организовано хорошо, приятно представлять нашу бурятскую общину. Ну, вообще всем пожелать охота праздника, веселья, чтобы был позитив. Очень празднично. Очень радостно и прямо хочется весь мир обнять. Очень здорово. Поздравляю всех с Масленицей. Наконец-то после долгого карантина все встретились все общественники, общины. Весь город вышел сегодня в замечательную погоду. Наконец-то мы все снова, самое главное, всем здоровья, мира, тепла, любви, ну и, конечно же, понимание друг друга. С праздником! Настроение супер, класс. Сегодня вот в шествие ходили, на Осохе были. Праздник очень нравится. Настроение у нас отличное, погода прекрасная. Поздравляем всех с праздником. Изделия делают высокого
славян, эвенков. И самое главное, что уделено внимание мастерам, проживающим в Нерюнгринском районе. Тут же можно было научиться некоторым азам по изготовлению изделий и даже немного якутскому языку. Для этого были организованы мастер-классы. Вот посмотрите, у нас вот, если по моей тематике, то вот это вот современный якутский алфавит. И я буду людям рассказывать, как они будут произноситься, как оно будет выглядеть при разговоре. Вот этот вот такой момент. В Эвенкийском селе Иенгра Нерюнгринского района также состоялась выставка мастеров. В Иенгринском национальном наследии народное прикладное искусство и традиционные художественные промыслы занимают особое место. Свои работы на выставке представили 12 мастериц. 3 из них имеют звание народного мастера. Это Анна Максимова, Галина Лазарева и Елена Плотникова. Вдохновившись однажды рукоделием, под руководством старшего поколения мастеров уже много лет они творят свои работы. На это меня толкнули, к нам приезжали эвенки из Красноярска, привозили свои изделия. Так, в то время я еще ничего не умела, я даже не знала, как собирается бисер вообще. В руках я, то есть, не держала бисер. Вот с того момента, это уже как бы лет 18, я и шью. Училась здесь, в этом центре у нас. Редким экспонатом выставки считаются коврики кумалан, которыми пользовались раньше для утепления жилища, а сейчас это больше декоративный элемент. На изготовление одного коврика уходит от 3 до 6 месяцев. Используются лоскуты меха коровы и оленя. Немного вы можете увидеть, это коврики эвенкийские кумалан. А сейчас эти коврики очень... редко выставляются, потому что на них уходит много материала и очень трудоемкий процесс работы, да? Занимает много очень времени. Там используется мех и коровы, специально заказывают, и раньше заказывали, да. Потом идет в основном часть от головы оленя, то есть морды оленя, получается, в кумаланах используется чаще всего не цельный материал, не цельная шкура, а из различных частей подбираются и делается какой-то узор. Куклы, шумовые инструменты, традиционная обувь, одежда и украшения эвенков – все это также могли увидеть посетители. Ведь пошив предметов одеяния практикуется во всех семьях эвенков. Потому что унты, пошив унтов во всех семьях практикуется, а вот уже более такие работы, ну и пошив, наверное, национального костюма тоже во всех семьях практикуется, потому что у нас всегда устраиваются конкурсы «Аяврев и Ведететкев» – это на самую лучшую эвенкийскую одежду. Это и летний вариант, это на праздник Эканипке, и зимний вариант, это на День оленевода. То есть они всем своим ребятишкам шьют костюмы, и на конкурсах, где ребятишки представляют эти костюмы красивые для всех зрителей, которые бывают на этих мероприятиях. Услугами мастериц пользуются и участники народного ансамбля «Юкте», известного на весь Нерюнгринский район. Мы же шьем в ансамбль костюмы, и когда... традиционные национальные костюмы. И поэтому, чтобы их обшить, мы с ними консультируемся по этому поводу, какие материалы, цвета использовать в вышивках и так далее. И потом приглашаем мастериц ту же Елену Гарбузовну, которая с нами сидит и все это вышивает. Несмотря на то, что в выставке участвуют только женщины, изделия, которые изготавливают мужчины, имеют огромное значение в повседневной жизни эвенков. Но у мужчин, они же в основном косторезы, по дереву какие-то предметы делают. Делают нарты, лыжи, предметы быта в тайге, да, у них очень большие предметы. На выставку вывозить сложновато, но так они этим всем пользуются до сих пор, потому что лыжи используются в тайге. На охоту всегда коленям не подберешься, да, на технике. А используются также нарты
все время. Плюс используются седла. Это мужские вот чисто такие предметы, которые делают именно мужчины. Делают различные ящики для хранения и так далее из сосны. Тоже мужчины. Прямо вытесывают топором. Глава Иенгринского и Венкийского национального наслега Ольга Игнатенко поздравила всех с праздником и отметила участников выставки, вручив благодарности. Учитывая преемственность поколений, которая присуща этому самобытному народу, мастера дали мастер-классы молодым людям. Сейчас мастерица мне показала чтобы сглаживать кожу. Сегодня я первый раз попробовала это сделать. Это, оказывается, очень сложно. В тайге раньше видела у дедушки моего. Я видела, как он там чистил шкуру. И я сидела, смотрела, интересно. Ну, я бисером занимаюсь, кольца делаю. Сегодня на мастер-классе я увидела, как все остальные мастерицы вышивают лапы, делают из шкур костюмы и из бисера вышивают очень красивые украшения. Я хочу научиться, и чтобы у меня получалось так же умело и красиво, как у мастериц. Изделия иенгринских мастеров были представлены на выставке мастеров по декоративно-прикладному творчеству, посвященной Дню народного мастера в Нерюнгринской городской библиотеке. А 30 жителей села приняли участие в шествии в национальных костюмах, сшитых руками мастериц. В этом году День народного мастера имел огромный размах. Этот праздник дал возможность нерюнгринцам еще раз увидеть изделия уже известных мастеров и познакомиться с новыми работами, которые нашли своих почитателей. Ведь основная цель праздника – это сохранение, возрождение и развитие народного прикладного искусства народов Якутии.